Дорогое дитя, прислушайся к моим словам. Знай, нет ничего необратимого, потому что у меня на тебя еще большие планы. Каждый аспект вашей жизни находится под моим контролем. Я считаю каждую пролитую тобой слезу, и каждая черта тебя не может ускользнуть от моего взгляда. Я был рядом с тобой на каждом этапе пути, никогда не останавливался, всегда рядом, чтобы предложить помощь и утешение. Я всегда хотел залечить твои раны и исцелить твой дух. Но иногда твое упрямство мешает тебе услышать мой голос. Теперь вы сожалеете о сделанном выборе. Я понимаю, что это не твой любимый момент, и тебе придется столкнуться с рядом проблем. Ваша боль кажется невыносимой, а исход ваших страданий неясен. Но знай, что я поддерживаю тебя даже сейчас. Я желаю исцелить тебя, вдохнуть новую жизнь в твою утомленную душу и дать тебе свои величайшие благословения. Уйдя, выбрось свою выдержку. Услышьте мой зов и обратите внимание на мои слова. Перестаньте сожалеть о прошлом, которое невозможно изменить. Возьмите мое руководство и вернитесь на путь спасения, где вас ждут мир и радость. Вот я стою твердо и отказываюсь принять что-либо меньшее. Будьте уверены, что моя любовь к вам непоколебима, и на нее не влияют никакие прошлые или будущие действия. Не сомневайтесь в моих утверждениях. Моя любовь превосходит видимую сферу. У меня нет суждений и желания копаться в прошлом. Моя единственная цель – вылечить вас, залечить все ваши раны и направить вашу жизнь в соответствии с моей целью. Со мной ты будешь на пути к процветанию и победе. Пусть ваши желания сбудутся и проживут жизнь, полную богатства и удовлетворения. Это то, чего я желаю тебе, сейчас и навсегда. Поэтому не сомневайтесь и не сомневайтесь в моем присутствии, ведь хотя я и невидим, я всегда рядом с вами, готов помочь вам для вашего утешения и благословения. Знайте следующее: мои обязательства не изменились, и мои обязательства непоколебимы. Я всегда буду работать для вашего счастья и направлять вас к достижению ваших желаний. Удалите все сомнения, уничтожьте все злые дела и отложите в сторону все, что препятствует потенциалу, который я дал вам. Эти вещи только создают разрушение, тревогу и отчаяние. Не позволяйте звукам боли доминировать в вашей жизни, не позволяйте нецензурной лексике доминировать. Отдайте мне свои заботы, отдайте мне свои молитвы, и я создам для вас новый путь. Вас ждет успех, а не неудача, потому что во мне вы откроете свою истинную цель. Во мне вы найдете утешение, радость и удовлетворение. Помните, праведники благословлены во многих отношениях. Поэтому, дети мои, имейте веру и взыщите меня с горячей молитвой. Соблюдай мои заповеди всем сердцем, и я вмешаюсь в твою жизнь, потому что я уважаю тех, кого уважаю. Идите вперед без колебаний и доверьтесь моим обильным благословениям для вас. Никогда не отказывайся от веры в меня. Обратите пристальное внимание на мои слова и увидите мои обещания в своей жизни. Ты, мое дорогое дитя, высший образец моего творения, вершина моей руки. То, что случилось с тобой, было не случайностью, не случайностью. Я любил тебя еще до того, как ты посмотрел, сформировал тебя сердцем и разумом, дал тебе жизнь и цель. Вас ждут великие дела и великие блага впереди.
Вы очень обыкновенны, и ничто не может этого изменить. Однако я знаю, что будут моменты, когда вы почувствуете разочарование и обиду. Вам не удается добиться прогресса, и с течением времени вы задаетесь вопросом, почему благословения не делают вас чадом Божьим. Знаешь, дело не в том, что я не хочу тебя благословлять, а в том, что твое доверие ко мне пошатнулось. Ваше сердце отступило от моего слова и поглощено заботами этого мира. Вы поддались общественному давлению и отказались от моих слов, молитв и веры. Теперь смиренно вернитесь ко мне с раскаявшимся сердцем и отпустите все отвлекающие факторы, которые мешают вам трансцендировать. Обновите свою веру в мою преобразующую силу, мою спасающую благодать и наблюдайте, как благословения снова войдут в вашу жизнь. Пожалуйста, поймите, что когда вера будет восстановлена, эти благословения придут к вам, потому что я ваш Бог. Поверьте, вы будете подобны дереву, посаженному у воды, всегда плодотворному, вечно зеленому в течение всего года и способному приносить плоды даже во время засухи. Я прошу вас сегодня довериться мне, потому что я единственный, кто может восстановить то, что вы потеряли, починить сломанное и исцелить раненое. Пусть мои слова изменят ваше настоящее и озарят надеждой ваше будущее. Не позволяй лжеврага затмить твое видение и погасить мои мечты о тебе. Отбросьте всю ложь, весь обман, и позвольте моему Святому Духу обновить ваш разум, сердце и душу и направить вас по пути истинной и жизненной силы. Доверьтесь мне и увидите, как в вашей жизни произойдут чудеса. Я сделаю все для вас и приведу вас к жизни с избытком, которую я приготовил для вас с этого момента. Так что не стесняйтесь идти этим путем. Вас просят прожить жизнь, не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Вы должны уверенно идти вперед. Знай, что я создам в тебе новую силу, подобную силе буйвола, чтобы ты воскрес. Все, что вам нужно сделать, это снова довериться мне и поверить в мои обещания. Все, что я тебе скажу, сбудется. Ты будешь свидетелем моей силы и славы на протяжении всей своей жизни. Начиная с сегодняшнего дня, ты увидишь, как в тебе исполняется цель моей воли. Я не хочу, чтобы вы целиком полагались на то, что видите, поскольку это может привести к унынию и разочарованию. Откройте глаза своей веры и начните видеть видимое, как если бы оно уже существовало. Везде, где есть проблема, есть возможность измениться, где бы ни была тьма, пусть светит мой свет. Я верю в свою способность изменить вашу ситуацию и открыть двери, которые раньше были закрыты. Не спрашивай меня, что ты хочешь сказать сейчас. Я буду действовать в вашу пользу, и даже самые сложные ситуации выручу вас. Так что доверьтесь мне полностью, не полагайтесь на свою логику или мнение других, а возложите все свое доверие и надежду на меня. Я тот, кто может вдохнуть жизнь в мертвых и создать пути, которых не существует. Сейчас самое время выразить свои благословения словами. Вы увидите, как мои благословения нисходят на каждую часть вашей жизни. Говорите мои слова, провозглашайте их даже в трудные времена, и они принесут вам результаты. Помните, истинная вера подтверждается жизненными испытаниями, поэтому встаньте и приблизьтесь к моему присутствию. Перестаньте тратить свою энергию на своем пути, расскажи мне свои планы. Выразите свои амбиции и мечты, возьми меня за руку и сдержи мое обещание.
Я обещаю вам, что ваша вера воспламенится, и вы увидите, что все, о чем вы мечтаете, станет реальностью. Потому что я не подведу тех, кто мне доверяет. Встаньте сейчас, какой бы трудной ни была ваша ситуация в этот момент. Моя любовь к тебе никогда не изменится. Я здесь протягиваю вам руки прощения и восстановления и жду, когда вы вернетесь ко мне в смирении и покаянии. Не стесняйтесь прийти ко мне, потому что моя любовь сильнее любой ошибки, которую вы можете совершить. Поэтому я приглашаю вас сегодня восстановить вашу веру в меня, заявить о своей приверженности навсегда и быть уверенным, что с этого момента я всегда буду рядом с вами. Сделайте поиск меня приоритетом днем и ночью, и я позабочусь о каждом аспекте вашей жизни. Вы почувствуете жизнь, наполненную изобилием и благословениями. Вы станете свидетелем того, как моя любовь и преданность чудесным образом проявятся в вашей жизни. Примите то, что я вам говорю, искренне поверьте этому, и ваша жизнь изменится навсегда. Не теряйте надежду и не сдавайтесь, сохраняйте свою веру крепкой и наблюдайте за невероятными вещами, которые я совершу в вашей жизни. Я понимаю твою ситуацию, дорогое дитя, и понимаю твои потребности. Ты должен понять, что без меня ты ничего не добьешься. Без моего руководства жизнь была бы подобна ручью, плывущему по течению мира. Дитя мое, ты должен поверить моим словам и стоять за них с решимостью и уверенностью. Слова мои подобны воде, иссушающей землю, в них вы найдете выход и решение каждой проблемы. Пожалуйста, пожалуйста, примите то, что я говорю вам сегодня. Поверь, что мои намерения в отношении тебя добры и совершенны. Вспомните сегодня историю Ханны, женщины глубокой веры, целеустремленности и целеустремленности. Она очень хотела иметь ребенка, и, несмотря на ее тяжелые обстоятельства и отчаяние, ее вера в меня никогда не колебалась. Она молилась страстно, отдав свою боль и тоску в мои руки. Но ее желание было настолько сильным, ее страсть и настойчивость настолько сильны, что, наконец, ее мольбы были услышаны, и она добилась исполнения заветного желания. Дитя мое, это напоминает мне, что я могу творить чудеса в твоей жизни с верой и терпением. Я могу изменить вашу ситуацию, изменить вашу судьбу и превратить самые мрачные моменты в яркие, счастливые дни. Только я могу превратить ваши нужды в великие и драгоценные благословения, но вы должны довериться мне и отдать мне свои заботы, страхи и нужды. Я больше всех людей и могу помочь вам решить эти проблемы. Не бойся, дорогое дитя, стойте твердо в своей вере и доверьтесь моему обещанию, данному вам. Помните, для меня нет ничего слишком сложного. Я Бог, который делает невозможное, Бог, творящий чудеса, Бог, который меняет жизни, исцеляет боль, восстанавливает отношения и прощает ошибки. Никакая задача не является для меня слишком сложной, потому что у меня есть вся сила. Я прошу вас сохранять веру и терпение, потому что решение ваших проблем появится в вашей жизни. Никогда не забывайте, что у меня есть для вас будущее, полное надежд и света, в котором печаль и боль будут воспоминаниями о прошлом, и в котором вы всегда будете счастливы. Итак, мое дорогое дитя, поверь мне. Не расстраивайтесь и не грустите, если что-то не меняется сразу. Даже в трудные времена сохраняйте позитивный настрой и сохраняйте веру.
Не сдавайтесь, помните, что даже Анну не поняли и подумали, что она пьяна, когда усердно молилась. Но она не отказалась от своей веры и с силой преодолела трудные времена. Точно так же я призываю вас последовать примеру Анны. Даже если другие критикуют вас или не понимают вашего пути, не поддавайтесь своим препятствиям. Сохранить веру – мое желание вокруг тебя. Мирно превратите свои самые трудные ситуации во что-то прекрасное и величественное. Превратите свою печаль в радость, превратите свою нехватку в изобилие, заставьте свою печаль танцевать. Дорогое дитя, не заблудись в своем религиозном путешествии. Не позволяйте ничему ослабить вашу решимость. Всегда приходите ко мне с молитвами. Просите то, что вы хотите, и благодарите меня, когда поделитесь своей просьбой. Отдайте мне все свои заботы, и я удовлетворю желания вашего сердца. Я буду светом на твоем пути, твоим проводником к радости и истиной, которая освободит тебя от всякого рабства. Доверься мне, и я приведу тебя к победе, миру, радости и счастью. Помните, даже когда дорога трудна и перспективы мрачны, я всегда с вами. Твердо надейтесь на меня. Не позволяйте критике или негативным голосам тянуть вас вниз. Смело идите вперед, ведь я всегда рядом с вами. Моя сила и любовь сильнее любого осуждения или негатива, с которым вы можете столкнуться. Итак, моя дорогая, пожалуйста, верь тому, что я говорю. Сохраняйте веру в меня и мои обещания, и я подарю вам настоящую радость, и никакой страх или беспокойство не смогут вас коснуться. Я, ваш Отец, буду действовать ради вашего блага и залью свою благодать и благословение в вашу жизнь. Продолжай, дочь моя, с верой и терпением. Не переставай верить в мои обещания. Идите по моей воле, и вы увидите мою сильную руку на вас, творящую чудеса в вашей жизни. Ибо я благословляю вас всеми духовными благословениями, которые есть на небесах, и объявляю вас свободными, безопасными и процветающими во Христе Иисусе. Сохраняйте свою храбрость. Держитесь, ведь где бы вы ни пролили слезы, вы пожнете великую радость. Я знаю, что вы очень увлечены своими целями и проектами. Я знаю, что бы вы ни делали, вы будете старательными и преданными своему делу. Однако перед всем этим я не прошу вас пренебрегать своими молитвами или откладывать мое слово. Некоторые предпочитают полагаться на себя и игнорировать руководство и мудрость, которые дает мое слово. Эти люди уходят из моего разума, руководствуясь сиюминутными чувствами, заботятся только о мирских интересах и пытаются достичь своих собственных целей, но в конце концов это имеет смысл. Они захвачены миром и проблемами и смотрят свысока на смиренных и тех, кто искренне любит мои учения. Их высокомерие нависает над ними, как тень, скрывая их истинные мотивы. Они часто отмечают, что простота и смирение лежат в основе истинного величия. В своем стремлении к похвале и контролю они игнорировали мои инструкции и свои ценности. Они потеряны и порабощены собственным эго, что приводит только к разделению и конфликтам. Итак, дорогой ребенок, обрати внимание на эти слова. Не беспокойтесь и не бойтесь в своем сердце за будущее, ибо я благословлю вас в вашем начинании и в вашем начинании. Если вы столкнулись с трудностями, не сдавайтесь. Не расстраивайтесь, если не увидите результатов сразу.
Независимо от того, сколько времени потребуется для достижения ваших целей, важно, чтобы вы никогда не сдавались, потому что каждый ваш шаг приближает вас к вашей мечте, ближе к тем желаниям, которые я дал вам. Всегда помните, что у вас есть невероятный потенциал, потому что я дал вам навыки, дары и таланты, которые приведут к удивительным и невероятным вещам. Поверь мне, мой дорогой сын, я всегда буду рядом с вами, чтобы направлять и поддерживать вас на каждом этапе пути. Твердо стойте в своих убеждениях, смело и решительно, и никогда не забывайте, что вместе со мной вы добьетесь всего. Потому что я сделаю каждое препятствие на вашем пути возможностью расти и учиться. Итак, мое дорогое дитя, иди вперед с верой, мужеством и уверенностью, потому что твой успех неизбежен. Не позволяйте никому и ничему вызывать у вас депрессию или грусть, особенно тем, кто шепчет против вас. Не беспокойтесь о постоянной критике, с которой вы столкнетесь, преследуя свои мечты. Это правда, что некоторые люди попытаются заблокировать ваш прогресс препятствиями, вызывающими зависть и злобу, но вы будете двигаться вперед смело и решительно, живя жизнью честной и порядочной. Не уставайте доверять мне и моим обещаниям, потому что весь ваш тяжелый труд и тяжелая работа купится в свое время. Знайте, что, несмотря на трудные времена, я гарантирую, что это огромное пространство – место надежды, где каждый ваш шаг будет приближать вас к вашей истинной цели. Вот откуда берутся ваши истинные желания и откуда текут уважение и любовь. Вы обретете радость, мир и бесконечные блага для себя и своих близких. Так иди, сын мой, смело и твердо. Продолжайте идти и не бойтесь проблем, препятствий и испытаний. Продолжайте идти и знайте, что в конце вашей борьбы вас ждут великие награды и чудесные благословения. Идите, дети мои, и примите терпение как добродетель и используйте веру как щит от сомнений, страха и разочарования. Терпение – ключ к успеху, оно поможет вам выстоять во время испытаний. Вера даст вам силы преодолеть любые препятствия и смелость продолжить свой путь. Поверьте, что я с вами, и мы все устроим для вашего же блага. Поэтому, мое дорогое дитя, ты всегда должен иметь веру и терпение, потому что они помогут тебе выполнить мои обещания. Они открывают двери благословения и предоставляют вам возможности выполнить свою миссию в жизни. Забери мое сердце своими словами, сын мой. Пусть они будут вашими проводниками и освещают ваш путь. Они приведут вас к счастью и удовлетворению. Действуйте согласно им, и я гарантирую, что ваши усилия увенчаются успехом. Не сомневайтесь в моем присутствии, ибо я всегда работаю от вашего имени, чтобы ваша жизнь была наполнена миром, благословением и процветанием. Доверься мне всем своим сердцем, всей своей силой и всем своим сердцем. Я принесу благодать, благосклонность и благословение в вашу жизнь и всех тех, кого вы любите. Я люблю тебя, моя детка. Оставайтесь в курсе, и я гарантирую, что вы получите мое благословение. У вас есть моя поддержка. С такой уверенностью и чемпионским настроем вы добьетесь успеха во всем, что делаете. Однако вам нужно узнать обо мне больше. Я не буду тратить время на подсчет твоих ошибок и не перестану любить тебя из-за твоих ошибок.
Я рад видеть вас уверенными в своем обещании путешествовать через горы и долины, через бурные реки и коварные болота. Даже если вам это удастся, даже если вы испачкаете свою одежду, вы знаете, кому вы доверяете, куда вы идете и что благословения ждут вас на другой стороне той горы, на которой вы поднимаетесь на дом. Ты можешь быть уверен в моей любви к тебе и знать, что я понимаю, через что ты проходишь, но я не буду тебя осуждать. Я здесь, чтобы очистить пятна, которые вы накопили на своем пути, потому что я хочу, чтобы вы могли двигаться вперед без страха и колебаний. Моя дорогая, ты полна слабостей. Очищу и освежу пути твои чистыми водами потоков небесных. Когда ты почувствуешь слабость, я дам тебе необходимую божественную силу. Ты мой чемпион, мой воин, и я здесь, чтобы поддержать тебя в твоих битвах и защитить тебя от серьезных нападений. Когда вы отдыхаете, вооружившись щитом истины и мечом моего слова, вы смело идете по жизненному пути с той верой, которую чувствуете сейчас. Вы преодолеете болезни и долги, освободитесь от цепей и оков и оставите клетки своего прошлого позади. Я хочу, чтобы ты был уверен в себе, дитя мое. Сила, которую вы чувствуете, реальна, а не только в вашей голове. Вы можете испытывать это каждый день, вставая, отбрасывая весь страх и сомнения и принимая жизнь с верой и решимостью, которые обеспечат вашу победу. Враг отступит от тех, у кого есть силы стоять твердо, даже если они чувствуют себя слабыми или усталыми, потому что они знают, что у них есть Отец Небесный, который глубоко любит их. В этой вере они нашли силы преодолеть печаль и депрессию. Оттуда вы сможете увидеть чудеса, которые я хочу вам подарить. Поэтому я снова и снова прошу, вам нужно узнать меня получше. Моя любовь к тебе, и ничто и никто не сможет разлучить тебя со мной. Пожалуйста, проконсультируйтесь со мной, прежде чем принимать какие-либо важные решения. Дай мне немного времени. Я хочу успокоить ваши эмоции и стабилизировать ваши мысли. Я направлю твое сердце на правильный путь. Ничего не делайте, пока не представите мне свои планы и проекты. Я даю вам необходимую силу, чтобы вас не заставляли и не принуждали принимать важные решения, подписывать документы или брать на себя обязательства, которые могут заманить вас в жизнь, полную стресса и сковывания. Не спешите обещать любовь тому, кого вы не до конца понимаете. Следите за красными флажками. Подумайте об ошибках, которые вы совершили в прошлом. Вспомните эти чувства, вспомните, сколько времени вы потратили зря. То, что могло бы быть радостным и сплоченным временем с вашей семьей, вы остались в неведении, потому что я не заставил вас выполнить эти обещания. Не попадайтесь снова в ту же ловушку. Не ставьте себя в те же препятствия. Теперь, когда вы испытали мою любовь и знаете, что я с вами, никто не сможет воскресить вас как узника. Я здесь, чтобы освободить тебя от любого рабства, но я также не хочу, чтобы тебя беспокоили. Ваш выбор имеет значение, особенно когда он влияет на окружающих. Игнорируйте мои инструкции на свой страх и риск. Это было похоже на игру с огнем, выбрасывание своей силы и сомнения в подлинности моего обещания. Ты теперь другой. Вы проявили ко мне уважение и показали, что готовы следовать моим указаниям. Поэтому я призываю вас действовать осторожно и мудро.
Не летайте с людьми, которые ведут себя глупо. Им плевать на вас и вашу семью. Они только заберут ваши вещи и заставят вас бороться с долгами или обязательствами, от которых вы не сможете легко избавиться. Держитесь на расстоянии от таких людей. Выберите другой путь. Если вы не уверены, какой путь выбрать, приходите ко мне и проведите время в моем присутствии. Я не хочу, чтобы ты пережил дни скорби и отчаяния, страдая от кнутов и оскорблений тех, кто тебя поработил. Не теряйте надежды, потому что ни одна сила не сможет победить вас. Я отвечу вам чудом в лучшее время по моему выбору. Пожалуйста, наберись терпения, дорогой ребенок. Держи меня за руку крепче, ибо тебе предстоит совершать великие дела. Не бойтесь, но верьте, потому что все возможно тем, у кого есть смелость верить в меня. В этот момент отдай мне бремя, которое ты молча носишь в своем сердце и которое причинило тебе боль. Это не вызовет дополнительных проблем, связанных с сокрытием. Впусти его. Не лгите себе. Вы точно знаете, что я имею в виду. Если ты читаешь или слушаешь это, знай, что это потому, что я люблю тебя. Дайте мне это бремя, и я буду нести его долго. Вы должны уйти и не оглядываться назад. Примите решение сегодня подняться над людьми, которые продолжают вас сбивать с толку. Что бы они ни говорили, им на самом деле плевать на вас и вашу семью. Втайне они хотят, чтобы ты упал. Те, кто убивают твои мечты, крадут твои желания и пожирают твою любовь, не сдадутся, пока не увидят, как ты падаешь. Они ослепляют тебя ложью, скрывают правду, стараются покрыть тебя стыдом и удержать от моей любви и милосердия. Они хотят посеять темные тайны в твоем сердце и заставить тебя чувствовать боль каждый раз, когда ты думаешь о них. Отвернитесь от них сейчас и присоединитесь к злу. Я отдал за тебя жизнь свою на кресте и готов простить любой грех, если он скрыт и имеет силу причинить смерть. Если ты скроешь свой грех, ты не добьешься успеха, вы проживете жалкую жизнь, отрезанную от мира. Это не та жизнь, которую я хочу. Я пришел для того, чтобы вы жили изобильной жизнью, свободной от обид, горечи и нечистоты. Не будет у тебя прибежища в сердце твоем, тебя не будет терзать беспочвенный страх, и ты не будешь жить в вечной тревоге. Снимите обувь, потому что земля, на которой вы стоите, свята. Вы не сможете войти в землю обетованную, если в вашей жизни еще есть скрытые тайны. Давай, поверь мне. Я жду, когда ты наберешься смелости открыть губы. Я сниму с себя одежды стыда и одену вас в мою святость. Никогда в твоей жизни не было момента, когда ты был ближе ко мне, чем сегодня. Возможно, ты избегал меня, но я здесь. Нет такого уголка Вселенной, куда ты мог бы сбежать от моего присутствия. Куда бы ты ни пошел, я буду стоять перед тобой, чтобы напомнить тебе о своем обещании. Если вы покаетесь и действительно измените свое сердце, вы узнаете, что вы прощены. Примите это, поверьте этому и примите это прощение с гордостью. Сегодня ваш день новых начинаний. Подтвердите свою веру и принятие. Тяжелые времена подходят к концу, печальные дни подходят к концу. Помните, когда к вам приходят хорошие вещи, они исходят от меня с любовью.
Я рядом с тобой, когда ты застрял. Я рядом с тобой, когда ты чувствуешь, что находишься в пустыне. В этот день, когда вы читаете эти слова, я обещаю обновить вашу веру. Борьба, сомнения, проблемы и отсутствие уважения, с которыми вы сталкиваетесь, утомляют вас. Пришло время вернуться на путь веры. Наполните свой разум моими могущественными словами. Я хочу, чтобы твоя вера была живой и крепкой, чтобы, когда твоя жизнь наполнится добром, ты не забывал меня, твоего Бога, твоего руководителя. Продолжайте спрашивать, продолжайте молиться, потому что вы многого не видите. Идет битва за пределами того, что могут видеть ваши глаза. Я намерен благословить вас, но вам нужно устранить препятствия. Ваша победа зависит от вашей веры, вашей настойчивости и вашей молитвы. Просите меня каждый день, молитесь каждый вечер, вставайте рано и разговаривайте со мной. Ваши времена года меняются, и я ищу в мире такие смельчаки, как вы. Я буду творить чудеса в тебе и через тебя. Я буду использовать тебя, чтобы обеспечить едой, одеждой, комфортом и лекарствами. Ваши молитвы будут услышаны немедленно. На самом деле, несколько человек вокруг вас внимательно наблюдают за вами, желая увидеть, как вы упадете. Иногда вам может казаться, что ваши молитвы не услышаны, и они быстро высмеивают вашу веру. Но, мои дорогие дети, вы разлучены. Ваше внимание сосредоточено на высших божественных вещах, несмотря на их насмешки и насмешки. Не позволяйте этому контролировать вас. Я организовал для вас особую поездку. Идите вперед и позвольте насмешникам бесцельно дрейфовать. Они охвачены собственной гордостью и завистью, что приводит к их падению. Но ты мое дитя, которое может войти в мое присутствие по твоим молитвам. Я обещаю вам ответить. Тем, кто смеется над вами, однажды будет стыдно, потому что они осознают свою ошибку. У меня есть для вас особое благословение, которое еще впереди, потому что я готовлю ваше сердце к его принятию. Без глубоких корней человек может трепетать и не иметь возможности понять или разумно использовать полученные блага. Без сосредоточенности можно потеряться в успехе и впасть в тщеславие. Это ловушка, в которой враг хочет вас захватить, украсть, свергнуть, унизить и уничтожить. Поэтому вы должны быть готовы, решительны, смелы, укоренены в моем учении, осознавать мою любовь, а также мудрость и благоразумие как основу вашей жизни. Не отступайте и не пытайтесь спрятаться от насмешников. Перестаньте думать, что вы не имеете никакой ценности. Битва происходит каждый день, особенно в вашем уме. Но я укреплю тебя. Давайте идти вместе день и ночь. Утром мы обсуждаем ваши планы, а вечером обсуждаем ваши страхи и мечты. Поверь мне, не сдавайся. Прими мою любовь и признай свою ценность. У меня болит сердце, когда ты унижаешь себя. Ты победишь, и ты должен в это поверить, потому что я люблю тебя, и даже если ты упадешь, я никогда тебя не оставлю. Это послание для моих собратьев-воинов. Слушайте внимательно, если вы чувствуете и знаете, что вы один из них, да, так и есть. Я вам это неоднократно подтверждал. Но не верьте мне на слово и не используйте свой возраст, здоровье или финансовое положение в качестве оправдания.
Для всех воинов, которые верят моему слову, я освобождаю их пути и сверхъестественным образом открываю их для них. Ты моя дочь, мой сын. Я выбрал тебя и собираюсь сделать тебя успешным. Во времена сомнений вы должны сохранять надежду на мое обещание. Доверься мне всем своим сердцем. Я исполню свои желания в твоей жизни, и произойдет много чудесных вещей. Это определяющий момент, когда вы видите себя сильным, решительным и очень смелым человеком. Не бойтесь решать любые финансовые, медицинские или семейные вопросы. И если вы подчинитесь моим словам, я смогу разделить ваш океан конфликта на две части и проложить путь к вашему решению. Когда я со властью прикажу тебе не сдаваться, продолжать, не терять этого твердого и уверенного шага, ты пересечешь пропасть и оседлаешь волны, и ты не утонешь и не захлебнешься бурей. Дорогие герои, мое сердце сочувствует вам всем за ваше счастье и благословение. Я надеюсь, что вы будете становиться сильнее с каждым днем, идти навстречу своим врагам с твердой и непоколебимой верой. Всегда будьте уверены, даже если вы переживаете ужасный конфликт и большую нужду, даже если вы не можете чувствовать меня, видеть меня или слышать меня, будьте уверены, что я приду, чтобы спасти вас в идеальный момент. Когда ваши враги увидят, как вы им противостоите, и их обувь вас не пугает, они побегут от вас из-за своих размеров или из-за угрозы, которую они им представляют. Сегодня я вручаю вам в руки святой меч и силу моих слов в ваши уста. И если вы верите в это и говорите это, ваши послушание и вера будут продолжаться, а моя сила поддержит вас, когда вам придется столкнуться со своими страхами. Мой герой, я люблю тебя всем сердцем. Теперь возьмите за руки свою семью, своих детей, свою семью и постучите в свою благословенную дверь с верой и надеждой. Оставьте свои заботы мне. Имейте веру и оставляйте ситуации, которые кажутся мне невозможными, но полностью доверяйте и не пытайтесь найти выход из проблемы. Когда ты живешь в таких стрессовых ситуациях, твои эмоции тебя выдают. Если вы примете решение, не подумав об этом, вы можете совершить серьезную ошибку. Это лучшее, что вы можете сделать сегодня. Если вы хотите, чтобы ваша ситуация как можно скорее разрешилась и все наладилось, то отдохните. Проведите несколько минут в моем присутствии, положив мои руки на вашу голову, и я заставлю вас почувствовать умиротворение, наполню вас новой надеждой и сверхъестественным покоем. Ваше лицо будет отражать терпение, решимость и храбрость, а не страх или неудачу. Святой Дух внутри вас, ваш проводник и ваш выход. Открыв свое сердце мне, избегая зла и позволяя мне вести вас, вы найдете в себе силы противостоять любому противодействию. Ваша временность исчезнет и будет заменена сердцем чемпиона, сильным, победоносным и полным непоколебимой веры. Сегодня начало преодоления ваших проблем. Хотя ваша победа уже обеспечена, оставайтесь стойкими в своей вере и молитве, храните мои обещания и мои слова в своем сердце и следите за наградами, которые ждут вас впереди. Используйте свои таланты с энтузиазмом и стремитесь к окончательной победе не для показухи, а к духовной победе. Вы участвуете в настоящей невидимой битве, а не в тайчи. Битва реальна, и ваши усилия реальны. Примите это послание близко к сердцу, и пока другим некуда идти,
Они сами попадают в ловушки. Шагните в самый разгар бури и стойте там с мечом в одной руке и флагом в другой, готовые встретить бурю с победой. Останавливается, когда вы устанавливаете свой флаг в пострадавших странах и продолжаете свое путешествие. Я знаю, почему я что-то делаю, и если я приказываю вам без страха смотреть в лицо вашим проблемам, то это потому, что у вас есть моя спина, и я защищу вас от опасностей и разрушителей. Вы не одиноки. Ты много раз побеждал и знаешь, что я всегда твой щит и твоя сила. Ты зовешь меня, я отвечаю тебе, я прикасаюсь к тебе, и в самые слабые моменты я вижу, как ты тонешь, и вытаскиваю тебя. Вы живы и здоровы. Твои проблемы сейчас закончатся, насмешникам будет стыдно, и никто в этом мире не сможет помешать мне благословить тебя. Я защищаю тебя своими божественными руками, я кладу свой щит над тобой и вокруг тебя, и мои боевые ангелы готовы защитить тебя от дьявола. Ваше будущее в моих руках и ни в чьих других. Я ваш всемогущий и верховный Бог. Я люблю тебя вечной любовью и с терпением и любовью позабочусь о том, чтобы мои планы относительно тебя осуществились. Скажи мне, что ты будешь доверять мне и не расстраиваться, когда услышишь слухи или то, что люди говорят о тебе. Ветер развеет слова, как листья, и их сила причинить вам боль исчезнет. Ты не будешь грустить, потому что ты будешь наполнен моей любовью. Вы примите вас в своем сердце и отвергните вредные слова тех, кто хочет разрушить ваше будущее. Я выражаю вам свою любовь разными способами, чтобы дать вам силы и уверенность, чтобы на вас не влияло мнение других. Прежде чем беспокоиться об обидных комментариях, помни, что я тебя знаю. У вашего доброго сердца есть уникальный план. Вы окружены семьей и друзьями, которые действительно заботятся о вас и поддерживают. Проводите время в поисках меня, служа мне, заботьтесь о своих близких и помогая нуждающимся. Я намерен использовать вас, чтобы благословлять ваш народ, быть примером праведности и честности и учить других обращать на меня внимание. Поэтому я поднимаю вас, чтобы дать вам ободрение и силу и быть благословением. Через тебя я сотворю великие чудеса. Пообещай мне, что ты не будешь бояться ничего и никого. Если я скажу тебе, что все будет хорошо, поверь мне. Если вы продолжите беспокоиться о вещах, вверенных моей заботе, вы истощите свои силы. Дай мне руку и поверь, что я приведу тебя в место мира и изобилия. Я ничего вам не желаю и наполняю ваше сердце божественной любовью и добротой. Не бойтесь проблем, с которыми вы можете столкнуться. Я буду держать тебя в стабильном состоянии и всегда буду рядом с тобой. Я буду держать тебя крепко, зная, что временами ты чувствуешь слабость, и именно поэтому я обращаюсь к тебе сейчас. Не смущайтесь и не волнуйтесь, найдите минутку и посидите спокойно со мной. Не беспокойтесь о будущем и не увлекайтесь мирскими проблемами. Сосредоточьтесь на важных вещах, вашей семье, вашей вере, питании вашей души моим словом, молитве, добрых делах и прощении тех, кто причинил вам боль. Даже если они отплатят за вашу любовь оскорблениями, ответьте любовью, как это сделал я, покажите свою глубокую любовь. И, подобно жертвам, которые я принес ради своих детей, вы готовы терпеть хаос и конфликты мира, одновременно имея дело с пониманием и благословением вашего народа на мою и их свободу.
Продолжайте молиться, не переставая. Запишите имена членов вашей семьи в свой молитвенный дневник и скажите мне, что вы благословляете их. Хотя я уже знаю их сердце и мысли, я призываю вас активно практиковать свою веру и усердно молиться о самых важных вещах. Даже если окружающие вас люди боятся знаков, которые они видят, вы и ваша семья не должны бояться. Я не оставлю тебя, я не оставлю тебя, и ты должен быть готов. Пока другие охвачены страхом, вы увидите великие чудеса. Звук труб, ваше время быть свободным приближается. Но сегодня молись, верь, пробуй, живи. Не бойтесь того, что произойдет, поверьте мне на слово. Для меня нет ничего невозможного. Я люблю тебя глубоко, пожалуйста, скажи, что ты тоже меня любишь, дорогая, я так рада слышать твою любовь. Моя любовь исцеляет, успокаивает, поддерживает, направляет и возвышает тебя. Мое присутствие окружает вас, и мой Святой Дух наполняет вас, чувствуя, что вы купаетесь в кристальной реке, наслаждаясь радостью, которую давно не чувствовали, чувствуя себя в безопасности и любви. Вы пережили трудные времена и чувствовали себя изолированными и заброшенными, но сегодня вы будете выражать прошлое. Я здесь, чтобы дать вам силы и рассеять мрак, который угнетает ваш дух. Впредь, пожалуйста, помни о моем обещании. Говорите о них и вспоминайте их, когда почувствуете себя одиноким. Помните, я с вами каждый день. Если вы устали и обеспокоены, придите ко мне и обретите покой, которого ищет ваше сердце. Всегда помни, что я твой пастырь, мы не потеряем тебя. У меня под рукой идеальный запас, так что вам ни в чем не понадобится. Я твой путь к спасению, мое божественное присутствие устранит весь страх из твоей жизни. Я сажаю твои корни возле реки с живой водой, и ты принесешь плоды, которые благословят твою семью и многих других. И если вы ищете чего-то настоящего и долговечного, и если вы хотите настоящей любви, я здесь для вас. В те дни, когда тебе хочется плакать без причины, приди к моей любви. У вас нет выбора. Многие люди будут проявлять к вам привязанность, но ожидают чего-то взамен, всегда желая от вас большего. Они показывают вам терпение и дружбу, они обещают тебе счастье, но когда тебе нечего дать, они покидают тебя. Никто в этом мире не может дать вам то, что я предлагаю – любовь, мир, исцеление, непоколебимую преданность. Придите и получите это благословение сейчас, это ваше бесплатно. Я вам его не продам. Мне не нужны ни ваши деньги, ни ваше имущество. Я хочу твоего сердца, твоей веры, твоей преданности, твоей сдачи, твоего непоколебимого желания оставить прошлое позади меня и начать вместе со мной новое путешествие. Расширьте свою веру в новое будущее, будьте уверены и терпеливо ждите. Скажи мне своими устами: «Я вложил тебя, Боже». Обещаю доверять Твоему Слову всем сердцем и отвечу Тебе, дитя мое. Я пользуюсь вашим доверием. Приготовьтесь сейчас к чудесному царству благословений, которое я изолью на вас. Если вы понимаете послание, которое я вам передаю, сохраняйте спокойствие. Лучшие дни впереди, скоро ты вернешь то, что потерял, и увидишь, что для меня нет ничего трудного. Страшное чудо приближается к вам, ваши молитвы услышаны. Я намерен дать тебе больше, чем ты просишь. Ваше будущее зависит от меня,
а не от кого-то другого. Не беспокойтесь о том, что говорят другие, и не позволяйте негативным мыслям о неудаче или глупости завладеть вами. «Я с тобой, я тебя люблю» — это правда. Хотя некоторые предпочитают лгать из страха, у вас хватило смелости поверить мне. Обещаю, что вы найдете силы даже в самых тяжелых условиях, где люди плачут о нужде и невзгодах, и где многие потеряли надежду. Ваши мечты сбудутся, и вы встанете на путь к успеху. Я превращу то, что может причинить тебе боль, в то, что сделает тебя лучше. Сегодняшние испытания завтра станут яркими историями веры, решимости, преданности делу, терпения, силы и любви. Даже если вы не можете ясно видеть свою судьбу, пожалуйста, верьте. Как бы сильно ты ни упал, мои руки поднимут тебя. Иногда я кажусь молчаливым, но я никогда не отсутствую. Мои сильные руки будут поддерживать тебя, пока ты не победишь. Мое время на твоей стороне, примите это, потому что пришло время действовать. Возможно, мир обеспокоен новостями о голоде и слухами о войне, но вы живете под моей защитой. Я навсегда благословил вас и вашу семью. Если я говорю идти, то идите. Если я скажу тебе встать, вставай. Если я объявлю вас победителем, поверьте мне на слово и оставьте вчерашние ошибки позади. Прошлое есть прошлое. Я изменил твою жизнь и изменил ее навсегда. Со мной ваше будущее в безопасности. В моем присутствии я буду защищать и защищать тебя. Итак, я призываю вас снова молиться каждый день и искать меня с радостью и доверием, независимо от вашего текущего настроения. Если вы просыпаетесь с беспокойством и в ваш разум закрадываются сомнения, непременно приходите ко мне. Я люблю тебя и принимаю тебя таким, какой ты есть. Я хочу, чтобы вы продолжали верить, не бойся, я здесь, чтобы помочь тебе. Я успокою ваши эмоции, наполню ваше сердце мужеством и напомню вам о моем обещании восстановить вашу веру. Я нужен тебе сейчас больше, чем когда-либо, и я это понимаю. Я ценю наши разговоры и доверие, которое вы оказываете, поделившись со мной своими чувствами. Я слышу тебя, я слушал там сегодня утром и даже вчера. Даже если вам нечего сказать, это ваша честность и ваше намерение. Я не хочу большего, теперь я хочу, чтобы ты был спокоен. Когда придет страх, вспомни мои слова. Когда беда постучится в дверь, ответь, он твой промыслитель, тот, кто всегда меня спасает, и я знаю, что он поможет мне и сегодня. Следуй моим инструкциям, подчиняйся моим приказам, оставайся на земле, не смотри ни налево, ни направо и сосредоточься на целях, которые я перед тобой поставил. Сегодня снова появится множество отвлекающих факторов, пытающихся отвлечь ваше внимание и наполнить разум ложными фантазиями. Но мое слово ясно, итак, вы должны прочитать это, размышлять над этим, чтобы, когда вы идете, никто и никто не мог вас победить. Сомнение не будет иметь власти над вашей душой. Взгляни на реки моей любви, пока вы стоите на коленях, я принесу исцеление в вашу жизнь и дам вам силу и мудрость, необходимые для движения вперед. Вам и вашей семье суждено добиться успеха в этой жизни, ты будешь обильно благословлен и навсегда останешься в моем присутствии. Я всегда понимаю ваши потребности, и мне очень важно, как вы себя чувствуете. Я предлагаю тебе свой мир, примите это верой,
потому что мир, который я предлагаю, не похож ни на что, что может предложить мир. Я прошу вас продолжать двигаться вперед, пока я работаю ради чуда, которого вы желаете. Помните, я ваш защитник и ваша сила. Когда почувствуешь нападение, встань на колени, склони голову, приди ко мне и опирайся на меня для поддержки. Я знаю, что ты храбрый, но сейчас не время решать все проблемы в одиночку. Просьба о помощи. Если вы попытаетесь сделать это в одиночку, используя только свои силы, вы перегорите. Враги всегда рыщут вокруг, словно свирепые львы, в поисках уязвимых людей для нападения. Когда вы устали, у вас может возникнуть соблазн прыгнуть, потерять концентрацию на поездке, и если вы не будете осторожны, вы можете споткнуться и упасть. Если это произойдет, ваши враги будут кружиться вокруг вас, и когда они увидят ваше падение, они попытаются нанести вам последний удар и лишить вас надежды. Они не хотят, чтобы вы добились успеха. Они не хотят, чтобы вы добились успеха. Они знают, что вам повезло, и пытаются увести вас с дороги. В каждую трудную минуту знай, что я хочу твоего счастья и твоего счастья. Быть уверенным. Надеюсь, ты действительно понимаешь, насколько глубока моя любовь к тебе и как много ты для меня значишь. Знай, что я всегда рядом с тобой, наблюдаю за каждым твоим шагом и понимаю каждую твою мысль и желание. Я все время наблюдаю за тобой. Даже если другие отвернутся и забудут тебя, я все равно буду с тобой. Я никогда не покидал тебя ни на мгновение, пока приветствовал тебя в этом мире. Мне всегда хочется твоего счастья и доброты. Я знаю, что жизнь трудна, и иногда вы можете чувствовать тревогу и беспокойство по поводу того, что происходит в вашей жизни. Я знаю твои страхи, твою внутреннюю борьбу и препятствия, с которыми ты сталкиваешься каждый день. Но я хочу, чтобы вы поняли, несмотря на все эти испытания, я с вами, предлагая вам свою любовь, свою защиту и свое утешение. Потому что то, что я даю тебе, это чистая любовь, настоящая, крепкая и безусловная любовь, которая никогда не покинет тебя. Потому что с самого начала я видел твои радости и печали, твои успехи и неудачи. Я видел каждую пролитую тобой слезу, я слышал каждый вздох твоей души, я чувствовал каждый удар твоего сердца. Тебе нечего скрывать от меня, потому что я твой отец и знаю каждую деталь твоей жизни. Поэтому, сын мой, я советую тебе не беспокоиться, когда ты сталкиваешься с неопределенными моментами. Потому что я обещаю тебе, если ты меня послушаешься, все будет хорошо. В этих словах вы найдете руководство и утешение, которые вам нужны. Они дают ответы на ваши вопросы, рекомендации по вашим вариантам и утешают вашу боль. Мое обещание с тобой. Возьмите мои учения глубоко внутри себя, и, живя рядом с ними, вы обретете непостижимый мир. Мои слова освещают ваш путь и придают вам силы в каждом испытании. Так что, дитя мое, когда жизнь преподносит испытания, не отчаивайся. Помните, даже в условиях неопределенности у меня будет для вас идеальный план. Поверьте, я все устрою с любовью и точностью ради вашей максимальной выгоды. Осознайте, что каждый опыт, будь то триумф или борьба, дает возможность для роста и просветления. Даже в самые мрачные времена я буду рядом с тобой и не позволю тебе сталкиваться с испытаниями в одиночку.
Когда тяготы жизни одолевают и сердце твое сомневается, знай, что я твое прибежище. Обратись ко мне с молитвой и доверь мне свою заботу, ибо нет непосильной ноши, и я слышу каждую молитву и вопль сердца. Я всегда внимателен к призывам тех, кто меня ищет, особенно к нуждам моих любимых детей. Так что поверь мне, дитя мое, ведь я всегда работаю для твоего блага. Даже в самые трудные времена помни, что ты – драгоценная часть моего творения, и я желаю тебе жизни, полной изобилия, радости и цели. Будьте решительны и смелы посреди своей борьбы и неуверенности. Пожалуйста, доверьтесь мне полностью. Позвольте мне направлять ваши пути и дать вам мир, который могу обеспечить только я, доверься моей любви и верности. Примите мои учения как свой путеводный свет, обеспечивающий утешение, направление и победу в любой ситуации, независимо от того, с какими проблемами вы сталкиваетесь или какие бы бури вас не окружали. Знайте, что в конце концов вы одержите победу. Не расстраивайтесь из-за временных проблем, ибо у меня есть сила превратить любую трудность в глубокое благословение. Я могу создавать пути, которых, кажется, не существует. Я могу превратить вашу печаль в счастье и доставить вам настоящее удовлетворение. Поэтому, когда вы почувствуете бремя, когда ваши силы начнут ослабевать, молись со мной. Поверьте мне, я возьму на себя ваше бремя и окажу необходимую вам помощь. Вы не выдержите их в одиночку, потому что я здесь, чтобы поддержать вас. Верьте в меня и мои обещания. В каждой буре ты найдешь покой. Дорогое дитя, позволь мне еще раз напомнить тебе о моей огромной безусловной любви к тебе. Ничто не может отделить тебя от моей любви, потому что она вечна. Я всегда готов простить тебя и предоставить бесчисленное множество новых возможностей. Независимо от того, сколько раз ты упадешь, я буду рядом, чтобы поднять тебя и помочь идти дальше. Я глубоко люблю тебя, дитя мое. Послушайте мое сердце своими словами и доверяйте мне на каждом этапе пути, потому что я всегда с вами, присматриваю за вами и готовлю вас к будущему, полному благословений. Оставайтесь сильными в вере и оставайтесь на пути, который я проложил для вас. Только тогда вы увидите, как я могу изменить ваши обстоятельства и привести вас в место изобилия и великих благословений. Чудо, о котором вы молились, придет, возможно, в самый неожиданный момент. Ты всегда в моих мыслях и в моем сердце. Я прекрасно понимаю все в твоей жизни. Я здесь, чтобы дать вам утешение и силу даже в самые мрачные моменты отчаяния. Вот почему сегодня я хочу, чтобы вы внимательно слушали, потому что у меня есть для вас важное сообщение. Чудо, о котором вы так усердно молились, произойдет. Этот сверхъестественный знак проявится в вашей жизни, когда я, ваш Отец, высвобожу свою божественную силу в самые неожиданные моменты. Так что не теряйтесь, поверь мне, потому что твое чудо вот-вот произойдет. Я знаю, что ты живешь в мире, полном неопределенности и испытаний. Будут моменты, когда вы почувствуете усталость и разочарование, бремя, которое вы несете, покажется непосильным, и ваша вера начнет колебаться. Но знайте, вы никогда не одиноки в борьбе. Я всегда буду с тобой, даже в самые темные ночи, я никогда тебя не оставлю. С самого начала, когда твои силы иссякли, я держал тебя в объятиях своей любви.
Иногда, дитя мое, твое сердце могут тревожить вопросы и неуверенность. Я задаюсь вопросом, почему тебе приходится сталкиваться с бесчисленными испытаниями и невзгодами, почему судьба выбрала тебя, чтобы вынести эти невзгоды? Мое любимое дитя, я знаю, что бывают моменты, когда ты сомневаешься в моем присутствии в твоей жизни. Но помните, каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это всего лишь битва, это возможность вырасти и раскрыть свою внутреннюю силу. Поэтому не позволяйте невзгодам поколебать вашу веру и не позволяйте жизненным испытаниям лишить вас ваших благословений. Пожалуйста, поймите, что я всегда работаю, хотя вы можете не сразу заметить мое присутствие. У меня есть идеальный план для вашей жизни, и каждая борьба, с которой вы сталкиваетесь, является частью прекрасного гобелена, который развернется в свое время. Чудо, которого вы ищете, произойдет, когда вы меньше всего его ожидаете. Возможно, так, как вы даже не предполагали, но оно всегда приходит. Тебе просто нужно поверить в мою бесконечную любовь к тебе и понять, что вера – это ключ к преодолению всех испытаний. Даже в самые мрачные моменты сохраняйте веру. Не позволяйте сомнениям и негативу поглотить вас. Помните, я Бог вещей, способный достичь, казалось бы, невозможного. И если вы сохраните свою веру в меня и сохраните свою веру, вы увидите, как произойдут чудеса. Итак, моя дорогая, отстаивай то, во что веришь. Ожидание может быть трудным, и иногда вполне естественно чувствовать нетерпение. Возможно, тебе нужно быстрое решение, но позволь мне заверить тебя, сын мой, моя дочь, ожидание не будет напрасным. Потому что пока я ждал, я сформировал ваш характер, укрепил вашу веру и проложил путь к чуду ожидания. Не забывайте, мой план идеален, и он осуществится в свое время. Так что не теряйте надежды, смотри на меня и знай, что я никогда не оставлю тебя и буду работать для тебя. Дорогая моя, я лишь прошу тебя сохранить веру и продолжать верить в меня. Ищите меня всем своим сердцем, размышляйте над моим словом и всегда молитесь. Я сдержу данное тебе обещание. Я восстановлю ваше здоровье, пополню ресурсы и возмещу повреждения. Во времена одиночества, печали и пренебрежения помни это, независимо от обстоятельств, я всегда буду рядом с тобой. Моя любовь к тебе бесконечна, моя поддержка вечна, а твоя сила – это моя сила преодолеть все испытания. Я вижу тебя измученным жизненными испытаниями, но знаю одно – нет для меня бремени и препятствия, которое было бы непреодолимо. Сегодня я прошу вас доверить себя моей заботе. Позвольте мне облегчить ваше бремя и разорвать сковывающие вас цепи. Поверьте мне, это моя непоколебимая любовь, которая проведет тебя через страх, неуверенность и колебания. Да, придут испытания, возникнут препятствия, и испытания будут трудными, но с дарами, талантами и способностями, которые я дал вам, вы смело встретите их. Итак, друзья мои, не беспокойтесь о завтрашнем дне, потому что я здесь, чтобы пасти вас и открывать вам пути к богатству и благословению. Когда испытания мира сокрушают вас, помните, что я люблю вас и что у вас есть стойкость и сила, чтобы преодолеть все трудности. Не стоит недооценивать его потенциал. Во мне у тебя больше силы и мужества, чем ты думаешь. Я повелеваю тебе быть светом во тьме, даря надежду и любовь окружающим.
Осознайте, что бесполезно беспокоиться о вещах, которые вы не можете контролировать. Помните, вы под моей защитой, и я разберусь со всем, что с вами произойдет. Я знаю ваши потребности еще до того, как они возникнут. Никогда не забывай, что я твой любящий отец, который хорошо о тебе заботится. Поверь мне, любовь моя, поверь, что я всегда буду рядом с тобой, даже в самые мрачные моменты отчаяния. Поверьте, что я работаю в вашей жизни, даже если я не могу этого видеть или понимать, потому что у меня есть для вас благородный и чудесный план, который превосходит любое испытание, с которым вы можете столкнуться. Не волнуйся, возьми радость и покой, которые я вложил в тебя. Вместо этого доверьтесь мне и отпустите свои тревоги. Упокой мою любовь и благодать, обеспечив мое вечное присутствие. Продолжайте двигаться вперед, непоколебимо в моей приверженности и преданности. Продолжайте идти путем веры, и я освежу вас и оживлю вашу утомленную душу. Поверьте, что все, что я делаю в вашей жизни, служит моему идеальному плану, и что в конечном итоге все сложится для вашего блага. Помни, любовь моя, ты мое любимое творение. Я люблю тебя до предела понимания, и я разделяю ваши триумфы и испытания. Каждая слеза, которую ты проливаешь, не может ускользнуть от моего взгляда. Не бойся, в моих объятиях ты всегда найдешь приют и покой. Со мной все ваши потребности будут удовлетворены. Когда бремя жизни кажется непреодолимым, а испытания бесконечными, ожидайте утешения. Как всемогущий Создатель, я всегда буду заботиться о тебе. Поверьте мне, позволь мне привести тебя к убежищу и безопасности. Я не боюсь противников и жизненных испытаний. Моя любовь преодолевает все испытания, а моя сила преодолевает все препятствия. Найди во мне покой и освежающий комфорт, я ваш поставщик, удовлетворяющий ваши потребности своим изобилием. Слушайте, как я нежно говорю с вами, давая вам надежду и утешение и укрепляя вашу веру в меня. Позвольте мне быть активной частью вашей жизни. Посреди хаоса я твое спокойствие, посреди хаоса твоя ясность. Я здесь, чтобы помочь вам, когда вы в этом нуждаетесь, и укрепить вас, когда вы слабы. Посылаю тебе сегодня тепло и аромат и напомню, вечный покой в моей любви и мире. Пусть не беспокоят тебя сердечные заботы, потому что я вселил в тебя радость и прочный покой. Аминь.